Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. ОНФ бдит. Есть ли завышение цен на медикаменты и маски в республике, что показали наблюдения? Правительство и Алроса в сотрудничестве. Населенные пункты вдоль реки Вилюй будут обеспечены чистой питьевой водой. Интернет повсюду. В поселке Усть-Мая запустили волоконно-оптическую линию связи. Что сделано и что предстоит? В новом году новые дороги. Какой бюджет выделен на эти цели в 2020-м? Какие объемы и какие трассы будут приведены в порядок? Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Нерюнгринского района в конце программы. И старт в космос. В Москве начнется очередной этап программы под этим названием. Туда приедут дети из Якутии. Прямое подключение с Москвой в нашем выпуске. В Забайкалье выписали болевшего коронавирусом гражданина Китая. Напомним, его госпитализировали в конце января. Главный врач краевой инфекционной больницы отметил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса и вручил уже теперь бывшему пациенту справку о выписке. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его жена и дочь останутся под наблюдением врачей до 14 февраля. Выписавшийся гражданин КНР сказал журналистам, что пока останется в Чите, там у него дом и родные. Таким же образом из больницы в Тюмени выписали студентку из Китая, вылечившуюся от коронавирусной инфекции. Лабораторные анализы также показали, что у пациентки все хорошо. Вирусная инфекция у нее протекала в легкой форме. Получены анализы и по лицам, которые контактировали с этой девушкой. Они были госпитализированы позже. Их выпишут согласно инструкции на 14-е сутки. Врачи отмечают, что контактировавшие совершенно здоровы. Что касается Якутии, то 22 человека, прибывшие в республику из стран Азии, находятся под наблюдением специалистов. 13 из них уже получили отрицательные результаты по коронавирусу, 9 ожидают результатов. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова. Она также добавила, что обсерватор, развернутый с воскресенья, пока не востребован и не задействован. Уже завтра состоятся совместные учения с привлечением МЧС и Роспотребнадзора. Это пробное мероприятие по отработке алгоритма реагирования по совместным действиям при потенциальном обнаружении коронавируса. Завышение цен на противовирусные препараты и на медицинские маски в Якутии есть. Такой вывод сделали активисты Общероссийского народного фронта после проверки некоторых аптек, в том числе и в районах республики. Сейчас главная задача надзорных органов – разобраться, чем обоснованы эти завышения. Наш корреспондент Ульяна Шагина разбиралась в проблеме. Стоимость Кагацел, таблетки 12 мг номер 20. 473. А маска медицинская в наличии есть? Подобные рейды активисты молодежки ОНФ проводят практически в ежедневном режиме. Проверяются не только наличие масок в аптеках, но и повышение цен на них и на противовирусные препараты. Сегодня с первыми результатами мониторинга они отчитались перед территориальным управлением антимонопольной службы. Тамифлю, да, если у него среднестатистическая цена в Российской Федерации у нас 1242 рубля, то в аптеке в Алекминске, например, она стоит 1515. То есть 300 рублей почти разница, то есть будем выяснять, в результате чего это все-таки транспортные расходы настолько велики, или все-таки это же уже идет завышение от оптовых продаж уже непосредственно от предпринимателей. Бдят и региональные службы, Росздравнадзор и УФАС. Проверке подвергаются не только аптеки, но и поставщики медицинских товаров. Для них завышение цен чревато лишением лицензии. Наша задача сейчас, чтобы не было злоупотребления на рынке данных товаров, чтобы не было необоснованного роста, потому что все-таки масочные изделия это сейчас идет на особом контроле. Сами поставщики медицинских товаров уверяют, что цены на маски не повышали, так как пока в аптеке отгружаются заказы, сделанные до всеместного ажиотажа с коронавирусом. Единственная проблема – их на складе осталось мало, а закупаться новыми по завышенной цене нерентабельно.
Предлагали за 9, за 17 рублей купить маски. Если мы их купим, их там нужно будет производить где-то недели 3, может месяц будет производство, плюс пока они доедут до Якутии, пройдет месяца 2, может быть, 2 с лишним, там около 3. Соответственно, наверное, маски уже не будут никому не нужны. Скорее всего, уже ажиотаж пройдет. Чтобы нехватка масок сильно не ощущалась, оптовики решили распределять их поровну между аптеками. Сильно это не помогло, так как во многих аптеках, в том числе и в муниципальной, масок нет вообще. Я начала искать маски. Нигде маски не было, ни в первой поликлинике, где я искала, во всех магазинах по проспекту. Вчера я искал маску в центре, нигде не было. Чем связано завышение цен на эти изделия, УФАС предстоит еще выяснить. А пока мониторинг будет проводиться не только в оптовых сетях и в аптеках, но и в других организациях розничной торговли и даже в косметических салонах, где по заявлению ОНФ завышение цен на маски также имеет место быть. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. Тем временем рост простудных заболеваний отмечают в Алданском районе. По ОРВИ порог превышен более чем на 20%. До конца недели школы закрыты там на карантин. Такая же ситуация и с некоторыми группами в детских садах. Из Алдана передает Татьяна Вахнина. На противовирусные и жаропонижающие препараты спрос в аптеках высокий, равно как и на лекарства, облегчающие симптомы простудных заболеваний, а также на средства защиты. Вирус передается воздушно-капельным путем, и многие отдают предпочтение медицинским маскам, являющимся барьером для инфекции. Покупают очень быстро, в больших количествах, но сейчас их в наличии нет. Мы ждем. В Алданском районе отмечается рост простудных заболеваний. Вирус особенно беспощаден к детям. Впрочем, данное обстоятельство медики объясняют тем, что взрослые предпочитают перенести простуду на ногах. На прошлой неделе в школах часть классов была закрыта на карантин. Однако полумеры не помогли. И с понедельника соответствующий санитарный режим был введен во всех школах Алдана. За прошлую неделю было зафиксировано превышение эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения в 20,7%. На основании чего было принято решение о введении карантина в общеобразовательных организациях Алданского района, то есть школах. Болеют как школьники, так и дошколята. На прошлой неделе на карантин были закрыты некоторые группы дошкольных учреждений. Детские сады и иные организации вправе самостоятельно принимать такое решение, если заболеваемость среди их воспитанников превысит также эпидемические пороги, они вправе ввести карантин самостоятельно. На сегодняшний день порядка 27-28 групп находятся в состоянии карантина. Врачи рекомендуют укреплять иммунитет и повышать резистентность, сопротивляемость организма вирусам. Неспецифическая профилактика включает комплекс методов, направленных на оздоровление и повышение иммунитета. Как защищаетесь от простуды, от гриппа? Никак. Вот, к сожалению, никак. Я думаю, что у меня иммунитет стойкий, так что я ничем не защищаюсь. Острые респираторные вирусные инфекции коварны возможными осложнениями. Врачи призывают обращаться в поликлинику при первых признаках болезни, напоминая о недопустимости самолечения. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К другим новостям. Населенные пункты, расположенные вдоль реки Вилюй в этом межсезонье, будут обеспечены чистой питьевой водой. Это стало возможным благодаря реализации программы компании «Алроса» и правительства Якутии. Все подробности у Дмитрия Тымырова. С прошлого года на территории Якутии началась реализация программы развития системы водоснабжения Вилюйской группы улусов на период 2019-2024 годы, благодаря которой в ряде населенных пунктов начали строить водоочистные станции. Напомним, что данная программа была утверждена правительством Якутии в апреле 2019 года. «Алроса» является одним из основных инвесторов данной программы. Общий прогноз ее финансирования на 2019-2024 годы составляет около 1 миллиарда 900 миллионов рублей. При этом прогнозный объем отчислений от компании планируется в объеме 833 миллионов рублей после принятия решения ее наблюдательным советом. Эти мероприятия направлены на строительство водоочистных сооружений в Вилюйской группе районов. Это приобретение специализированных автотранспортных средств, автоцистерн, водовозок, а также это строительство скважин.
Так, сегодня уже в 14 поселениях Алмазной провинции установлены новые водоочистные станции. Это в 4 муниципальных образованиях Верхневилюйского улуса, села Балаганнах, Хариалах, Хамустах, Харо и в 5 селах Сунтарского улуса – Крестях, Сарданга, Устье, Эльгай, Кюндяя и в селе Кюндядя Нюрбинского улуса. Здесь установлены водоочистные сооружения компании-победителя конкурсной программы, поставщиком которых является ООО «Инженерные сети» из Новосибирска. Характеристики и оборудование, которые предлагали эта компания, они уникальны и соответствуют нашим требованиям техническим. Наша основная роль целевого фонда будущих поколений в этой системе управления заключается в том, что мы осуществляем аккумулирование денежных средств, которые поступают от компании «Алроса», и направляем их на исполнение программы. Установка водоочистных станций продолжится и в этом году. Так, в первом квартале этого года новые водоочистные станции появятся в селе Тасу Вилюйского улуса, Хардагой и Туйдах Сунтарского улуса и в поселке Сюльдюкар Мирнинского района. Куратором данной республиканской программы является Министерство ЖКХ региона. Лимит 2019 года освоен практически полностью, если мы говорим о средствах Алроса. Плюс муниципальные бюджеты профинансировали порядка 20 миллионов на проектно-сметную документацию для подготовки более крупных проектов, которые планируется реализовывать в административных центрах. Потом за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета порядка 30 миллионов направлено на геолого-разведочные работы. И эта работа в текущем году и в следующем году будет продолжаться. Таким образом, до 2024 года практически все населенные пункты, расположенные вдоль реки Вилюй, будут обеспечены чистой, здоровой питьевой водой. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. На этой неделе в Москве начнется очередной этап программы «Старт в космос». В подмосковный звездный городок приедут дети из Якутии, чтобы пройти мастер-классы в Центре подготовки космонавтов. Сейчас на прямой связи с нашей студией из звездного городка наш корреспондент в Москве Максим Кардозо. Узнаем у него все подробности. Максим, пожалуйста, тебе слово. Приветствую, Влад. Действительно, мы сейчас находимся в звездном городке, в Центре подготовки космонавтов, куда через несколько дней приедут ребята из Якутии, из Нерюнгри и Вилюйска. И здесь они познакомятся с самыми главными этапами подготовки космонавтов, узнают об истории космоса, конечно же, прямо окунуться в этот невероятный мир, увидят космические корабли. И все это, друзья, это продолжение программы «Старт в космос», которая началась в нашей республике в прошлом году, в Амгинском улусе. И теперь эта территория, она так расширяется. Наверное, нужно сказать о том, что школьники, их 24, приедут не случайные. Например, Вилюйская группа районов. Это та зона падения ступеней космических кораблей с Восточного космодрома. И там специально даже открыли аэрокосмический класс. Также в Нерюнгри, это будет технический лицей, школьники которого приедут сюда. Почему? Потому что там тоже решили готовить космонавтов будущих. И вполне вероятно, что кто-то из этих ребят в будущем станет космонавтом, представляющим нашу республику, и мы все будем этим гордиться. Давайте узнаем подробнее об этой программе «Старт в космос» у куратора этого проекта, у Саргыланы Захаровой. Она намного лучше меня вам расскажет главные задачи этого проекта. Да, здравствуйте, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте. Программа «Старт в космос», она ориентирована на подготовку инженерно-технических кадров для аэрокосмической отрасли. Не случайно мы сейчас находимся в Центре подготовки космонавтов, потому что ребята приезжают у нас в субботу 15 числа, 17 у них важное мероприятие, они будут вступать в Юноармейский центр воздушно-космических сил Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», который возглавляет летчик-космонавт, герой России Роман Юрьевич Романенко. И 18 числа, сразу после вступления в юноармейский отряд, где ребятам будут присвоены имена летчика, полярника Водопьянова Михаила Васильевича. Это у Нерюнгри. Нерюнгринская школа будет носить имя данного
легендарного летчика будет вручено знамя отрядное. Вилюйская группа будет носить имя Хрунова Евгения Васильевича, летчика-космонавта, героя Советского Союза. У ребят будет возможность встретиться с родственниками данных легендарных людей. И после данного мероприятия, которое произойдет на Кубинке, там будет торжественное мероприятие вступления наших ребят в военно-армейский центр, посвящение их военно-армейцев, вручение знамен и подписание соглашения между Всероссийской общественно-патриотическим движением «Юнармия» и воздушно-космическими силами Российской Федерации. Дальше ребята уже в качестве юноармейцев уже приедут во вторник непосредственно в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов, и будут на этой территории тренироваться, погружаться в удивительный мир космоса. Спасибо большое. Ну, наверное, нужно отметить, что сейчас открыт как может набор в космонавты. Каждый желающий может заполнить анкету на сайте, и, может быть, вам повезет, вы пройдете все этапы и тоже станете космонавтами. Влад? Да, Максим, спасибо. С Подмосковья, из Звездного городка на прямой связи со студией был наш специальный корреспондент в Москве Максим Кардозу. Благодарю. Ну, а мы продолжаем. Короткая пауза, буквально 30 секунд. Вернемся в программу «Итоги дня». Интернет повсюду. В поселке Усть-Май запустили волоконно-оптическую линию связи. Что сделано и что там предстоит. В новом году новые дороги. Какой бюджет выделен на эти цели в 2020-м? Какие объемы, какие дороги, трассы будут приведены в порядок в этом году? Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Нерынгринского района в конце выпуска. Это и многое другое после короткой паузы. Якутия-24 в прямом эфире. Продолжаем программу «Итоги дня». Процедуру предоставления материнского капитала намерены упростить в стране. Семье для его получения достаточно будет один раз обратиться с заявлением в пенсионный фонд. Отмечается, что сроки принятия решения Пенсионным фондом о предоставлении самого сертификата собираются сократить в 3 раза, с 15 до 5 дней. В ведомстве также планируют изменить процедуру распоряжения мат-капиталом. По данным Минтруда, сегодня семьи чаще всего используют выплату для улучшения своих жилищных условий. А новый порядок предусматривает ведомственное взаимодействие банка и кредитных организаций, которые выдают ипотеку на приобретение жилья или проводят рефинансирование уже имеющегося долга. Гражданам не придется теперь бегать между ПФР и кредитной организацией, приводятся слова главы Минтруда Антона Котякова. На реконструкцию и ремонт дорог в Якутии в этом году выделили 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Капитальный ремонт запланирован на 20 объектах. Это автодороги Умнас, Амга, Нам, Анабар, Яна, Барагон и Уолба-Булун-нефтебаза. Общая протяженность ремонтируемых участков составит более 160 километров. Также запланировано строительство автодорог Кабяй, Алдан, Абалах, Умнас и Нам. Всего построят 20 километров, в том числе мостовой переход длиной почти в 107 погонных метров. До 2024 года в Якутии реконструируют почти 30 километров автодороги Лена. Структура Росавтодора, дирекция Дальний Восток, объявила аукцион на реконструкцию. Начальная цена контракта установлена в размере 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Сообщается, что подрядчику предстоит до сентября 2024 года реконструировать трассу с 752 по 780 километры. В поселке Усть-Мая глава Якутии Айсен Николаев официально запустил волоконно-оптическую линию связи и высокоскоростной мобильный интернет. Что там сделано и что предстоит в сюжете Агафьи Гоголевой. В Усть-Маю пришел высокоскоростной интернет. Строительство линии связи по участку Амга-Усть-Мая началось в июле и завершилось в декабре 2019 года. Общая протяженность волн составила более 180 километров. Сегодня в райцентре Усть-Майского района проживает более 2500 человек. 3, 2, 1, запуск!
Компания МТС первым из операторов запустила высокоскоростной мобильный интернет в поселке. Сеть 4-го поколения позволила обеспечить максимальное покрытие сети на территории всего поселка, включая социально значимые объекты – больницы, школы, магазины, места отдыха и другие. В результате запуска сети жители Усьмаи могут комфортно смотреть онлайн-фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн-игры, а также общаться с близкими по скайпу. Для МТС развитие ЛТЕ в республике, включая отдаленные населенные пункты, приоритетная задача. Так, в прошлом году высокоскоростной интернет впервые появился в Вилюйской группе улусов, Намцах и Сунтарах. У нас есть в планах и запуски в Кабяи, в первую очередь. Это уже очень схожий, наверное, с Усьмаей населенный пункт. И еще ряд населенных пунктов, где мы также будем в этом году запускать сети 4-го поколения. Для жителей райцентра стали доступны услуги широкополосного доступа в интернет с безлимитными тарифными планами, интерактивное телевидение и другие цифровые сервисы. Также современной связью в самое ближайшее время будут охвачены и другие села района. У нас 8,5 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, из них 3600 километров проложено за последние 2 года. При этом эта работа идет. Мы в этом году впервые уже начинаем прокладывать эти линии за полярным кругом. И до конца года эта линия пройдет в Оленек на крайнем севере. Мы продолжим работу и здесь. Уверен, что в ближайшее время уже у нас появится и в Кюпсах, и в Петропавловске уже и высокоскоростной интернет тоже. Ну и, конечно, в дальнейшем уже солнечные и Диканы, эти поселки тоже должны быть охвачены этой линией связи. Отметим, что задачи по строительству магистральной оптической линии были реализованы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Теперь доступ к глобальной сети интернет и скоростным линиям мобильной связи подключились и жители Усьмайского района. Агафья Гоголева, Дмитрий Тымыров, Юрий Таюрский, Григорий Григорьев, Усьмайский район. Там же в Усть-Майском районе глава Якутии вручил медали к 75-летию Великой Победы ветерану тыла Евдокии Калининой. Первую медаль Исаия Николаев вручил от президента страны Владимира Путина, вторую от имени Якутии. В свою очередь Евдокия Калинина рассказала о главе Якутии, о своей жизни, трудовой деятельности во время войны и в послевоенное время. У ветерана большая семья, 11 внуков, 12 правнуков и 1 праправнучка. Несмотря на почтенный возраст, чувствует она себя отлично. Ну а в здании Ленской начальной школы номер 2 начались работы по капитальному ремонту. Там предстоит полностью заменить системы канализации, вентиляции, электроснабжения, выполнить отделку стен и потолков, отремонтировать лестницы, туалеты и кровлю здания. Весь ремонт районному бюджету обойдется в 42 миллиона рублей, и его поделили на 2 этапа. Это был очень больной и серьезный вопрос о расписании, о дальнейшем обучении начальной школы. Они в этом в основном здании все учатся. Дети 1 класса и коррекционного класса учатся в 1 смену. Остальные все учатся во 2 смену. И старшая школа, и среднее звено, и начальное. В общем, мы нашли, понимаем друг друга, никаких ссор и каких-то неурядиц нет. Все сразу же встает на свои места, и мы стараемся начальную школу здесь не обидеть. Я уверена, что у нас поймут наши депутаты, глава поймет, и нам на 2 этап деньги выделят. На этом выпуск завершен. Далее смотрите обзор новостей и событий Нерюнгринского района. Слово передаю коллегам.